Всем привет, меня зовут Римма, я нахожусь в штабе «Татар». Сегодня я пришла на вечер знакомств. Я считаю, что здесь можно познакомиться с достойным мужчиной, татарином. Я считаю, что не обязательно человек должен быть татарином, но в моем понимании, что именно татарская национальность, она такая, что мне проще будет понять моего мужчину, если он будет татарином, потому что менталитет все-таки у нас схожий с ним. И татарский мужчина, он, конечно же, обладает такими качествами, как надежность, безопасность, защита, успешность. Я считаю, что здесь, в штабе «Татар», можно встретить достойного мужчину, успешного, доброго, верного, отдающего. Здесь очень часто бывают вечера знакомств. Приходите, если вы желаете встретить свою половинку. Поделюсь своим отношением к любви, к теме семьи. Что вообще я по поводу этого думаю? Семью хочу ли я? Конечно же, хочу. И думаю, что семья – это важная сфера в жизни любого человека. По крайней мере, у меня это очень важная тема. Но это одна из. То есть я бы не назвал бы семью ключевой, либо главной сферой, потому что если не будет, если это как стул на многих ножках, если будет одна ножка в плане семьи, а других ножек не будет в плане финансового заработка, либо какого-то развития, то стул все равно будет падать. Поэтому тема семьи также важна, как и другие сферы жизни. И у каждого, конечно же, они свои, эти сферы. Для меня семья важна, хочется, чтобы рядом был близкий человек. Для меня не важно, это будет татарка, либо русская. Важно, да, чтобы человек был хороший. А как я это делаю? Это я выхожу в свет, я выхожу на какие-то мероприятия, где я мог бы найти потенциальную свою вторую половинку. Как я определяю мероприятия? Наверное, это не места, где все пьют алкоголь и курят, тусуются, а это что-то такое более кулуарное, например, штаб «Татар», куда я прихожу. Тут есть что-то такое, душевное, что-то интересное, и тут разные люди. Может быть, какие-то литературные клубы мне были бы интересны, или на танцы я хожу, тоже с кем-то можно познакомиться, с людьми, которые хотят развиваться и познают что-то новое. И поэтому, я думаю, чтобы найти девушку, нужно идти туда, где эта девушка может быть. Мой будущий избранник, я точно знаю, что я хочу, чтобы он был без вредных привычек, чтобы он был ответственен, потому что в последнее время мало людей, которые хотят... Вообще, семья – это ответственность. Почему сейчас очень мало браков и мало кто хочет... Потому что, да, мало кто хочет выбирать на себя эту ответственность. Это мое мнение. Я все-таки считаю, что мужчина должен быть главой, но и в том же порядке, чтобы и согласовались какие-то мнения, общие мнения, то есть и учитывалось мнение женщины, и как-то так вместе. Мне кажется, девушка должна быть самой собой, не должна подстраиваться, как и парень, под какие-то критерии, быть, не знаю, таким, какой его хочет видеть другой человек. Вам нужно, чтобы вы были такой, какой вы хотите быть, самое главное. Тогда вы сможете найти своего спутника. А если вы будете пытаться под критерии других людей подстраиваться, то это уже априори какой-то провал, потому что вы будете таким человеком, который хочет быть другой человек, чтобы вы были. В итоге вы не сам собой, со временем это все раскроется, и в итоге ничего хорошего не будет. Касательно зарплаты, да, это, наверное, есть такая проблема, но это, опять-таки, побуждает и парней больше как-то стремиться зарабатывать, находить дополнительные источники дохода. Сегодня в Москве такая возможность есть. Я понимаю, что, конечно, не просто, но в любом случае возможность есть. Если вы как-то растете, если занимаетесь своей профессией, если улучшаете свои навыки, то возможность найти более высокооплачиваемую работу, мне кажется, есть без проблем. Поэтому здесь все вопросы, наверное, в голове, в установках, что люди иногда думают, что я не могу заработать больше определенной суммы. Хотя на самом деле все это в голове. То есть почему нет? Многие люди зарабатывают миллионы рублей, и вы тоже можете. В принципе, это, конечно, как банально не говорится, но все возможно. Так, как найти свою любовь? Во-первых, должна быть девушка, которая вам понравится, которую вы полюбите. Тут уже, наверное, зависит от вас, потому что насколько ваши вкусы как они специфичны, это все от вас зависит. Допустим, первый шаг у нас пройден, вы нашли девушку, которую готовы полюбить, которая вам понравится. Дальше все от вас. То есть, на самом деле, не обязательно все хорошие качества у вас должны сочетаться. Но главное, чтобы вы были просто интересным человеком. И все, дальше уже знакомство. И я думаю, что если вы искренне и вас эту искренность сразу видят, то
девушка непременно согласна будет с вами пойти и на первое, и на второе свидание, и на всю жизнь. Ну и то, что если девушка будет другой религии, другой национальности, если вам с ней комфортно, то есть тут уже может быть конфликт просто нарисоваться на ровном месте, да, если, к примеру, у вас разные мировоззрения на религию или еще что-то, ну, вот, то у вас просто будет конфликт, и у вас хороших отношений просто не возникнет. Ну, вот. А если вам интересно, если на этой почве конфликтов нет, то почему? То это не препятствие. Вот все обращаются к нам, как быть, как найти вторую половинку. Уже занимаюсь многими годами, уже сколько у меня на вечеринках переженились, вышли замуж. Поэтому потихонечку мы создали с Рамиль Алюшем приложение Никях Тайм. Он готовится к запуску. Вот идеальное приложение, которое можно будет зайти, регистрироваться и найти вторую половинку. Также будем помогать по организации мероприятий, никяха, свадьбы, ну, по всем вопросам, как бы, будем народ координировать. Поэтому, как бы, если не знаете, куда идти, можете найти нас, и мы вам поможем. И у нас психологи будут работать, ну, все то, что вам именно надо. В данный момент выбрать вторую половинку – это трудно. Приложение – это одно. Кто сидит в интернете, времени нету. Но, опять же, есть у нас мероприятия татарские, где все собираемся, так что ищите. Это у меня отдельно Расул Татар Пати под брендом идет. Ну и Никях Тайм, который вечеринки от них. И делаем это в разных городах. В инстаграме я Курмакаев СПБ. Рахметович.